Формирование основного состава правительства республики завершилось. Депутаты Илтумена сегодня дали согласие главе республики по внесенным кандидатурам на назначение на ключевые посты Кабинета министров. Как шло обсуждение кадровых вопросов и какие еще решения приняли парламентарии, расскажет Туяра Филиппова. В том, что внесенные 12 ключевых кандидатур Кабинета министров получат поддержку парламентариев, почти сомнений не было. Все они накануне получили одобрение постоянных комитетов и политических фракций. Считаю, что совершенно конструктивный диалог, конструктивный разговор. И думаю, что результаты будут положительные. Я надеюсь, совершенно в этом убеждена. По даче согласия на должности заместителей председателя правительства и первых двух заместителей председателя правительства. Кандидатуры внесены Павла Алексеевича Марыничева и Петра Николаевича Алексеева. Несмотря на поддержку, депутаты все же воспользовались возможностью задать кандидатам на должности волнующие их вопросы. К примеру, Павла Маринычева, который будет курировать самые сложные сферы – экономику и промышленность, спросили о том, какими он видит механизмы удешевления себестоимости возводимого жилья в республике. У нас есть возможность замедлить темпы прироста стоимости этого жилья, прежде всего за счет увеличения объемов его ввода. И считаю, что это нам по силам, потому что за прошедшие 4 года ввод жилья в республике увеличился в 1,5 раза. Ну и это, конечно, новые технологии, которые мы активно начали применять последние, наверное, 2 года, 2-3 года, которые все-таки позволяют снизить себестоимость строительства, особенно на северах. Еще одному претенденту вице-премьеры тоже задали вопрос по профилю – как удешевить строительство дорог в Якутии. Каждый раз, как по каждому объекту, по каждому участку дороги, по ее пикетажу, нужно подходить избирательно и определять стоимость этого участка. И здесь нужно здесь работать очень оперативно. Тогда здесь можно будет добиться хотя бы стабилизации роста цены, а в некоторых случаях ее уменьшения. И обязательно, здесь нужно вводить на дорогах внутренние, входящие и выходящие контроли. Вот тогда мы можем получать оперативно, видеть, какие материалы идут на устройство и обустройство дорог. И применять новые технологии. Претендентов на министерские посты депутаты расспрашивали не меньше, особенно новых назначенцев. Результаты тайного голосования показали, что парламентарии вполне довольны предложенными главой республики кандидатурами. На должности первых вице-премьеров утверждены Павел Маринычев и Петр Алексеев, заместителями Александр Соловьев, Алексей Дьячковский, Игорь Никифоров и Виктор Амуков. Кстати, по сравнению с прежней структурой правительства, вице-премьеров стало на 2 должности меньше. Из 6 согласуемых с парламентом кандидатур министров 3 остались на прежних должностях. Это министр финансов Валерий Жандоров, экономики Валерий Максимов, имущественным и земельным отношениям Евгения Григорьева. 3 новичков, между тем, получили не меньшую поддержку депутатов, чем те, кто свои способности уже показал. Так, министром сельского хозяйства стал глава Амгинского района Александр Артемьев, министром охраны природы Сахамин Афанасьев, возглавлявший региональный исполком «Единой России». А министром по федеративным отношениям и внешним связям представитель Якутии в Северном форуме Владимир Васильев. Таким образом, формирование основного состава правительства республики завершено. Помимо кадровых вопросов, депутаты сегодня успели утвердить корректировку бюджета на текущий год сразу в 2 чтениях. Туяра Филиппова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.